Абзира шумас хатырско телехопшша. А телехопшат проект апшцара амадза сынтәагьы иацнаҵоит аусура. Ҳаргьы хымԥада ҳаигәырӷьоит шәареи ҳареи дырҩегьых ҳаиқәшәара алшара ахь ҳаус. Уи зегь раԥхьаӡагьы зыбзоуроу Аԥсны раԥхьатәи амобилтәи имадара аквафон сынтәатәи ҳдырыҭарақәа рцикл аԥшӡара амаӡа аԥҵаразы иҟанаҵаз аспонсортә цхыраара ауп. Иааиуа ҳдырыҭарақәа рҿгьы ԥыхьеиԥш уажәгьы ҳара атема хадас иҳамоу асахьаҭыхратә ҟазара ауп. Ҳапроект аҳәаақәа ирҭагӡаны ҳара ҳаигәырӷьаны ишәыдаагалар ҳҭахуп ихыҭҳәаау амузеи. Ихыҭҳәаау амузеи ари афранцыз шәҟәыҩҩы, философ, ауаажәларатә усуҩ Андре Мальро еицырдыруа иконцепциа ауп. Андре Мальро иконцепциала имаҷым адунеи аҿы еиҿкаау амузеиқәа Франциа, Италиа, Англиа. Урҭ егьырҭ излареиԥшым иӡыргоу амаҭәарқәа ауаҩи цивилизациақәа реицәажәара амҩаԥысшьа идырбоит. Ҩнызқьи жәаа-шықәсазы аефир иазҳархиоу адырыҭарақәа зегь рышҟа иааҳаԥхьалоит аҟазара аԥшӡара амаӡақәа раартразы асахьаҭыхыҩцәа, аҟазараҭҵааҩцәа, акультура аусзуҩцәа. Ҳара ҳҽазаҳшәоит иуеиԥшым аҭоурыхтә епохақәеи иахьатәи аамҭеи реидҳәалара. Иҟалап аҟазара рҭоурых аҿы иажәатәи ашәышықәса зегь реиҳа аиҭакрақәа зцу шәышықәсазар. Уи азгәаҭоуп аҟазараҿы акино, афотографиа, аплакат, аперформанс уҳәа рцәырҵрала. Хымԥада урҭ зегьы зыдҳәало ауаажәлараҿы ицәырҵыз аиҭакра дуқәа роуп. Иажәатәи ашәышықәса иаҵанакуа аҟазаратә цәырҵрақәа рашәҭ зегь реиҳа ихадоу акино ҳалацәажәозар, иаҳгәалаҳмыршәар залшо уи аԥхьа иҟаз ажәытә фотографиа. Уи аҟазараҿы хырхарҭаны аҟалара мацара иаҷыдангьы аамҭақәак рышьҭахь акрызҵазкуа аҭоурыхтә, адокументалтә хыҵхырҭангьы иҟалеит. Ну, фото в современном или в таком культурном смысле, оно даже в XIX веке уже появилось, во второй половине. И она, конечно, очень много взяла от живописи. Они прямые родственники, и этого не скрывают. Даже фотографию раньше называли светопись, то есть рисование светом, потому что свет определял, собственно говоря, фактуру и сущность фотографии. Поэтому очень много взято из живописи, и в данной ситуации портрет, кабинетный портрет, тоже имеет прямую отсылку к живописным портретам, кабинетным именно портретам. Почему слово «кабинетное» употребляли и в отношении живописи, и в отношении фотографии, это тоже интересная вещь, потому что она связана, конечно, с технологией. Если говорилось о живописи, то есть надо было несколько сеансов, а то и очень много сеансов проводить под определенным светом, то есть нельзя было на природе это рисовать, чтобы зависеть от погоды, там, от каких-то случайностей световых. Поэтому проводили в студии художника, где был верхний свет, и желательно северный, чтобы он был рассеянный, чтобы черты лица были видны хорошо, чтобы не было теней, там, надбровных дуг под глазами там, и так далее, от складок носогубных и так далее. И то же самое произошло с фотографией, потому что фотография того времени технологически еще не была развита, как сегодня, допустим, и не могло делать выдержку там 1/1000 секунду, 1/5000 секунду, и поэтому нужно было делать выдержку по 5-6 секунд. И для этого человек должен был замирать, чтобы резкость была, чтобы не был смазанный кадр. Это все возможно было в условиях кабинета, где выставлялся свет, где была магниевая вспышка, тогда были такие магниевые вспышки из порошка магниевого. И то есть в таких условиях. И иногда выдержка была настолько длительная, что у фотографов были специальные приспособления, которые как бы держали спину, держали сзади фигуру. Она как бы на нее он опирался, иногда даже обхватывался. Но были такие казусные вещи, да, особенно в Англии, почему-то мода это возникла, когда вот умерших снимали тоже. Для них тоже их фиксировали как бы на память. То есть в фотографию вкладывался смысл, вот этот взгляд на будущее, то есть запечатлеть миг, запечатлеть сегодняшний день, и как бы остановить мгновение, как говорится. В этом смысле фотография очень много взяла от живописи, и опять же технологически нужен был определенный свет, определенная выдержка. У меня, например, даже есть коллекция фотографий
такого семейства, где мама и 3 дочери. 2 дочери там 7-10 лет, они позировали, видно, что ну, чуть-чуть смазаны, потому что все-таки трудно детям особенно было. А в люльке лежит новорожденный. Я когда присмотрелся, думаю, что-то не то. А потом понял, что это кукла лежит. Потому что маленького, совсем грудного ребенка зафиксировать невозможно. И они поэтому положили куклу, чтобы вот создать вот такую ну, семейную фотографию, которую можно было выставить в салон там, и так далее. Иажәатәи ашәышықәсазы аҽыханӡаҿы апортреттә азара иааизакны аԥсыҽхара аныԥшуеит. Ажанраҿы ицәырҵуа иалагоит аҟазара аҿиараҿы иуадаҩу атенденциақәа. Амодернизм аҿы ицәырҵуеит ажанр аганахьала апортрет захьӡу, аха уи аҷыдарақәа змам арҿиамҭақәа. Ас еиԥш иҟоу апортреткқәа аԥызҵо асахьаҭыхҩцәа инацшьны иацәхьаҵуеит амодель ахаҿсахьақәа. Уи асахьа нықәырԥшшәа аҭыхра ашҟа ииаргоит. Уи аамҭазы афотографиа ахахьы иагеит афункциа ауаҩы исахьа аиқәырхьара. Асахьаркыратә портрет акәзар, асахьаркыратә усгьы зыӡбо акакәны иҟалеит. Пикассои Сальвадор Дали рҿыханӡаҿы акраҵанакуан асахьаҭыхҩы иперсонаж дышихәаԥшуаз, даҽаӡәы иеиԥшым асахьаҭыхҩы илаԥш. Афотосахьа акәзар, иалыршахуан тиражла асахьа аҟаҵара, иара убасгьы адокументалтәреи аиашахаҭареи рықәныҟәара. Ажәакала ҳара иахьа ҳалацәажәар ҳҭахуп афотографиа, даҽакала иуҳәозар, акабинеттә портрет аҭоурых. Ҳалацәажәар ҳҭахуп уи ацәырҵра азараҿы мацара акәымкәа ауаҩы иԥсҭазаараҿгьы ҵакыс иааннакылаз, афотосахьа ажанр иажәатәи ашәышықәсазы иаиуз аҿиара. Иаҳҭахуп иазгәаҳҭарц ажәытә фотосахьеи афотоҭыхҩи кабинети ауаҩы иԥсҭазаараҿы зегь реиҳа зҵазкуа аамҭақәа аҭоурых аҿы иахьаанхоз ҭыԥны ишыҟаз атәы, аиԥыларақәа, аиԥырҵрақәа, аԥшқа иара, аҭаацәа ду реиқәшәара. Еиҿҳарԥшуазар аҭоурых аҿы изныкымкәа иҟан ауаа рыԥсҭазааратә циклқәа еиуеиԥшым аҟазаратә жанрқәа рҿы аарԥшра. Иаҳҳәап, ус еиԥш иҟан афранцызтә миниатиура аҭоурых аҿы. Уи асиужетқәа рҿы угәыларԥшны иубоит уи аамҭазы акрызҵазкуа ахҭысқәа зегьы. Аҳәынҭқари аҳәаанырцәтәи асасцәа реиԥылара, ачара, жәлары зегьы ишырбо ашьра. Ари ииашаҵәҟьаны аамҭа иашықәсынҵаны иҟан. Анкьазны уи зегьы асахьаҭыхҩцәа рҟазарҭақәа рҿы иҟарҵон, аха иажәатәи ашәышықәсазы афотоҭыхҩы икабинет ауаа аамҭа ахьааныркылоз ҭыԥны иҟалеит. Абасала иажәатәи ашәышықәса алагамҭаз афотограф икабинет портрет аҿы иҟаҵаз ахаҿсахьақәа аҭоурых азы ихрониканы иҟалеит. Ну, фотография в Сухум тоже и в Абхазии появилась достаточно рано, потому что мы всегда были мы не периферийная страна, мы все-таки были на перекрестке там, и Запада, и Востока, и разных империй, поэтому все новшества, они часто, еще портовый город был, то есть Порто-Франко город такой даже имел статус открытого города, и поэтому все новые новинки мировые, и мода в том числе, сюда приходила достаточно быстро. Это и в архитектуре можно проследить, и в театральной жизни, и даже кинохронику снимали достаточно часто. И, естественно, фотография тоже сюда пришла, хотя город насчитывал несколько десятков тысяч жителей, но это уже... Тут было несколько фотостудий. Вот наиболее известная это Пименидиса и в Карпиди. Чуть позже потом был такой салон «Прогресс». У него даже были свои талоны такие. Потом кинотеатр тоже был видно при нем, потому что есть и известный кинотеатр «Прогресс» был, и фотостудия. И уровень наших сухумских фотографов, у меня в коллекции есть несколько фотографий, он достаточно высок. Потому что я могу их сравнивать там, с московскими, там, например, был такой Булла известный, там семейство целое было, династия в России, там у французов это раньше всех было, и они ничем не уступали ни по качеству, то есть этим фотографиям больше 100 лет, они в прекрасном состоянии, потому что тоже на серебре были сделаны, там, на стекле негативы, то есть технология соблюдалась вот по самым передовым стандартам, поэтому фотографии до сих пор могут радовать, и они очень редкие, очень интересные. Там чуть позже потом Козлов был, потом был Тарасов, вот это отец известного Артема Тарасова. Тут вообще школа сухумских фотографов достаточно серьезная была. Там Коротков, он был, может, не сухумский, но его главная фотография связана с Абхазией,
где он снял мать бойца Ашба, который погиб в войну. То есть фотография, а Картье-Бresson сюда приезжал, когда он путешествовал по Советскому Союзу. Есть даже два достаточно известных кадра, которые именно он атрибутирует, как снятых в Сухуми. Там в порту один, ну, можно найти в интернете. Я думаю, кстати, есть смысл, фонд может к Картье обратиться. Я не думаю, что он все тут два кадра сделал. Наверное, есть еще кадры, которые он сделал в Сухуми. Это было, конечно, очень интересно. Иажәатәи ашәышықәса алагамҭа инаркны ажәлар афотоҭыхратә ҟазара ахәмариоу ма ицәгьоу ҳәа иахәамԥшыкәа имодаз афотоательеқәа рҿы хыԥхьаӡара рацәала агәаран иқәгылон. Рфотографиа ҭырхырц рҭахын хәыҷи дуи. Зқьи шәижәаха шықәсазы Петербург аус руан шәиҩини жәижәаба рҟынӡа афотоҭыхыҩцәа, Москва усҟан шәии иажәеижәаба ҩык ыҟан. Ҳаҭыр зқәыз астудиақәа рҿы ҷыдала ахылаԥшра ирҭон аклиент акомфортла иҟазаара. Асахьаркыратә елемент ҳәа иԥхьаӡан агантәи аԥенџьыр ҳаракқәа рҟнытә иааиуаз алашара. Алашара еиҿыркаауан аекранқәеи аԥардақәеи рыцхыраарала. Афотограф ирацәаны иман зҽызыԥсахуаз еснагь фантазиак аазырԥшуаз афонқәа, апеизаж ԥшӡақәа, абаашқәа, абахәқәа, авитражтә ԥенџьырқәа, амшын уҳәа убас ирацәаны. Имаҷмызт усҟан зхатәаларҵәара бзианы измаз астудиақәа. Урҭ ирхатәны ирыман фба-быџьба метра иҟаз ашьҭахь кыдыршәыла, асахьақәа фба-рыла еиқәыршәаз ақьаад еиқәырҳәы. Уи ианын еиуеиԥшым асахьақәа: ацәҳәыра, аӡиа, абаҳча, амардуан, асасааирҭа, абиблиотека. Астудиа апрестиж заҟа ибзиаз аԥшәма ақәҿиареи аларҵәареи заҟа иманы дыҟаз аҟара, убри аҟара ибеиан акабинет аиҿкаашьа. Убри аҟарагьы ирацәан аклиент иалихырц азы идыркылоз аксессуарқәа. Аԥсарбзан, аӷба, ахыци ахымпали доусы иааиҭаху зҵаара ыҟамызт. Афотоателье апрестиж зеиԥшаз иаҿырԥшны акәын уи аусзуҩцәа рхыԥхьаӡарагьы шышьақәгылоз. Алаборантцәа, аретушь ҟаҵаҩцәа, ихиоу аалыҵ аиқәыршәаҩцәа, акоммерциатә агентцәа. Аҭыԥ рыман еицырдыруа алитературатә рҿиамҭақәа рсиужетқәа рыла еибыҭаз атеатртә қәыргыларатә фотографиақәагьы, аха урҭ мода ԥшасрак еиԥш ирласны ииасит. Заатәи афотосахьақәа ирныԥшуеит Европатәи аҽыхьанӡа атрадициақәа. Урҭ рҿы аччаԥшь зҿықәыз арыцҳацәеи ахәыҷқәеи ракәын. Раԥхьа ауаа беиақәа ракәын зфотографиа аҟаҵара зылшоз. Убри азы урҭ рыҩнуҵҟа апортретқәа рҿы аԥышәаччара даара ираҭәам ҳәа ирыԥхьаӡон. Ашьҭра дуқәа рзы аетикет аԥҟарақәеи аԥшӡара аеталони ишырҳәоз ала, сахьа ҭырхуаз ауаа рхы-рҿы ччаԥшьк ыҵымшәо иҟазар акәын. И вот этот жанр кабинетного фото, который был связан с технологией прежде всего, поэтому на природе мало снимали, он потом стал таким модным, и это стало, во-первых, в отличие от живописи, более доступный вид, остановить мгновение, потому что заказать живописный портрет – дорогое удовольствие было всегда. А фотография, она более демократическая вещь, и со временем технология тоже развивалась, уже потом стали портреты делать, выходя из кабинета, то есть и на природе, и на других интерьерах. Эти фотографии всегда очень интересные, ценны своим таким, ну, набором тех вещей, которые окружали тогда, те же прически, одежда какая была, такая мода на лица даже можно проследить через эти фотографии. И сейчас очень много фотографов появилось, которые тоже снимают. Это нельзя, можно сказать, я снимаю, но это нельзя назвать в чистом виде кабинетным портретом. Но вот это слово «кабинет», оно как бы перекочевало и становится такой названием жанра вообще в целом для портрета. Она дает такой экскурс в историю, называя его кабинетом. Но по сути дела сейчас жанр портрета достаточно развит. И я, например, тоже очень и люблю снимать, и иногда получается, но нет. Но это очень один из самых сложных жанров. Иажәатәи ашәышықәса алагамҭазтәи астатикатә портрет аепоха ҭынч, ԥсаххьеит, аекспрессиали, драмали иҭәыз иажәеижәабатәи ашәышықәсазтәи афотографиақәа рыла.
Анаҩс аҩбатәи адунеитә аибашьраан афотографиа, афотохроника акрызҵазкуа иахәҭакны иҟалеит. Афотосахьаҿы иааннажьуеит аибашьра ашықәсанҵа. Иажәатәи ашәышықәса азыбжазы афотографиа дырҩегьых имассатә культураны иҟалеит. Хаҭала афотографиа иабзоураны ицәырҵуеит поп-арт аҟазараҿы. Афотоҭыхҩы иобиектив иҵашәоит зхаҭара дыру ауаа, аполитикцәа, ауаажәлартә усзуҩцәа. Энди Уорхол ифотоҭыхымҭақәа, Мерлин Монро, Мао Цзедун рпортретқәа уи аамҭазы символк иаҩызаны иҟалеит. Абасала поп-арт иажәатәи ашәышықәсазы иҟоу аҟазарақәа рашәҭ шамахамзар иуԥымло ауаҩы ихаҿы еицакра дук амҭақәа иаазырԥшуа хырхарҭоуп. Асахьаҭыхыҩцәа аӡәырҩы Энди Уорхол, Алекс Кац, Чак уҳәа егьырҭгьы рҽадцаланы аус адырулуа афотографиақәа шьаҭас измаз агиперреалист портретқәа, аҭӡамц зегьы ианӡалоз ахқәа. Ажәакала афотографиа иабзоураны акино мацара акәӡам ииуа, ицәырҵуеит иара убасгьы астиль поп-арт. Ԥыҭрак ашьҭахь афотопортрет аҩаӡара акыр иҳаракхоит, иаднаԥхьало иалагоит хыԥхьаӡара рацәала ажанр азҟазацәа. Хәҭакахьала ареалист портрет аҭыԥ уажәшьҭа иааныркылоит еицырдыруа ауаа рсахьақәа рыла зцәаҳәа хҟьоу ажанрқәа Time, Ma, Esquire. Иажәатәи ашәышықәса аҩбатәи азыбжазы афотографиа ажанр аганахьала аметр ҳәа аӡәы ихьӡ уҳәозар уи хымԥада Иусуф Карш иоуп. Апортрет фотографиа алегенда ҳәа зышьҭаз ауаҩы. Хаҭала уи иоуп авторс ирымоу Хемингуеи, Черчилль, Хрушьов, Эйнштейн уҳәа убас ирацәаҩны адунеи зегьы иадыруа ауаа рфотографиақәа. Афотоҭыхҩы ибаҩхатәра убри аҟара идуун, уи иазкны агазеҭ The Sunday Times аҟны абас еиԥш рыҩуан. Еицырдыруа ауаа рыхьӡ анаунагӡара ианазхәыцуа, урҭ аттав ақалақь аҟнытә Карш даарыԥхьоит. Аԥхьаҩцәа ирдыруеит ажурнал Life азы Черчилль ипортрет ссир шаԥҵаз аҭоурых. Аԥыза-министр иаамсҭашәа дгәаӷь уи игәаӷьра, игәымшәара зныԥшуа илаԥш аҩбатәи адунеитәи еибашьра аан акрызҵазкуа апроблемақәа рыӡбара зуало аполитик изы еиҳа иақәшәо даҽа портретк ухаҿы аагара уадаҩуп. Амала Иусуф Карш урҭ ацәаныррақәа зегьы ааирԥшыртәазы аԥыза иҳәара иқәымшәаӡеит. Урҭ аемоциақәа зегьы ииашаҵәҟьаны гәыкала иҟан. Уинстон Черчилль Канада даҭаан даныҟаз ипрограмма акыр ихарҭәаан. Убри азы иҭахцәамкәан ауп афотоҭыхҩы изы минуҭқәак шиԥшааз. Афотостудиаҿ даннеи Черчилль игәалаҟара даара иҽеимызт. Убри азы акамера аԥхьа дҩагылан аҭаҭын ахара далагеит. Уи афотоҭыхҩы зынӡаск иҭахӡамызт, игәҭакы иаԥырхаган. Усҟан Карш иаԥыза дааидгылан ашырҳәа исигара ааиҿихит. Зыԥсахы еибакыз аԥыза-аминистр ипортрет ҟаҵан кадр заҵәыкала. Акабинет портрет цәырҵеижьҭеи шәышықәса заҵәык роуп иҵхьоу. Иахьа уи акультура ԥсахи ахатәы фотофайлқәа рыла. Урҭ зегьы хыԥхьаӡара рацәала ицәахуп дарбанзаалак ҳаамҭазтәи ауаҩы иҩнаҿы. Анкьа ауаҩы иԥсҭазаара зегьы аҿы акык-ҩбак фотоҭыхымҭа имазар, уажәы ҳара сааҭкала жәантә уи еиҳа иҟаҳҵоит. Абиԥарақәа акымкәа рыԥсҭазаара зныԥшуа иагәылоу афотографиақәа иҩеижьхахьоу аҭаацәаратә альбом акәзар, уи уажәшьҭа зегьы рзы ииасхьоу аамҭак иахәҭакуп. Ну вот демократичность была наиболее характерным признаком фотографии, и оно во многом его привело к тому, к чему привело. То есть есть положительные вещи, есть отрицательные в современном состоянии фотографии, потому что фотографировать стали все, и на гаджеты, и на фотоаппараты, и они стали более доступными, технология дешевая стала мгновенной, можно кучу фотографий сделать, когда ты на пленке снимал, ты не видел результата, и у тебя было всего 36 кадров, и ты должен был рассчитать тот свет, диафрагму, выдержку, чтобы потом результат получить. То есть была ответственность перед этим нажатием кнопки. Сейчас ее нету. И это вот отрицательная сторона, может быть, того, что произошло технологически с фотографией. Она стала доступной, но от этого и потеряла какую-то статусность свою. Раньше приходили
в кабинет к фотографу фотографироваться, чтобы как бы запечатлеть мгновение, наряжались, очень там делали прически, самую лучшую одежду одевали. То есть это был выход. Выход не просто в свет, не просто на какое-то мероприятие, это такая привет будущему как бы было, и такая ответственность была. Сейчас такая фотография, она очень, или прикладной характер, когда-то рекламы касается, или фотографирование на документы, или же просто иллюстрация своей жизни, своего образа жизни, там, я не знаю, того, что ты ешь, или куда ты приехал, и так далее, и так далее. Это все, конечно, нас стало заливать океаном фотографий, очень сложно из него выделять что-то ценное или вообще как жанр что-то вычленять, какие-то жанры тоже. И потом очень много стали этим заниматься, потому что и в этом мире деньги стали крутиться, и поэтому очень много фотографов стало, и огромная конкуренция. И, конечно, это очень философский вопрос, зачем заниматься фотографией и как ею заниматься, если заниматься. Ну и для себя я ее определил так, что жизнь каждого из нас, биография, она уникальна. Уникальна для самого себя, но не обязательно она может быть ценной и интересной для всего мира. Вот если ты претендуешь на то, чтобы она была интересна там кому-то больше, чем тебе и членам твоей семьи, то к фотографии надо серьезно относиться. То есть надо знать хорошо живопись, историю живописи, вообще историю искусства, вообще историю надо знать. И то есть у меня подход такой к фотографии, что это должно быть айсбергом, у которого 1/10 над водой, а вот 9/10 под водой. 9/10 знаний, опыта, мировоззрения, и знания той же технологии и профессии прежде всего, и знаний вообще в целом. Фотограф должен обладать универсальными знаниями. Для меня это вот прежде всего. То я говорю и студентам, и тем, кто хочет начинать учиться фотографии. Урыстулыпе коллекционера, галериста, публицист Марат Гельман иҩуеит. Аклассикатә эпоха иаҿырԥшны ҳахәаԥшуазар, апостмодернизм аконтекст аҿы ахәаԥшҩы апортрети асахьеи рышҟа изыҟазаашьа акырӡа аҽаԥсахит. Иахьа асахьақәа зегьы инықәырԥшшәа категориақәак рыла иҩушар ҟалоит. Аинформациатә, аӡыргаратә, асахьаркыратә ахаҭақәа. Ахәаԥшҩы уажәы иарбан сахьазаалак символҵас идикылоит. Ареклама, аполитика, апоп-культура уҳәа ирдырганы. Гельман иҩуеит, жанртә категориак аҳасабла апортрет ыҟамзар ҟалап иҟазар аасҭа. Аха иахьа актуалра змоу аԥышәарақәа зегьы ҳрыхәаԥшуа ҳалагар, насгьы апортрет жанрразы зыԥсы ҭоу ак аныҟоу, уи апортрет жанр иара ахаҭа анықәҵлак ашьҭахьтәи аԥсҭазаара еиҳа еиԥшуп. Достаточно сложные по своей организации существа, и поэтому стремиться к какой-то облегченности, это тоже не оправдывает существование, собственно говоря, человека и художника. И поэтому, чем сложнее задача, без заумности, тем она, конечно, интереснее и больше запоминается. Если говорить вот о своих любимых таких портретах, скажем, хотя нелюбимых не бывает, потому что, когда у тебя заказная съемка, ты вынужден снимать, но я большей частью снимаю для своего удовольствия, всегда снимал. Поэтому они для меня априори любимые, то есть я снимал то, что мне нравится. Другое дело, что получалось или не получалось. Но у меня есть несколько портретов, которые на войне снимал, не очень... И, кстати говоря, они, может, там есть, которые в бою снимаешь, они там со своей экспрессией и так далее, но это экстремальная ситуация для человека, и там портрет выражает характер в какой-то крайней ситуации, и в крайнем состоянии эмоциональном и так далее. А вот там очень хороший портрет у меня, с которого после боя снятый, когда вот как раз вот эта усталость, и вот эта гамма чувств, которая может быть у человека, у мужчины после боя, она вот там отражена. Есть портреты, мне так повезло, я снимал награждение Баграта Васильевича Шинкуба, это буквально там, за несколько месяцев до его ухода, к сожалению, от нас было. И для меня это тоже дорого, может, не идеально с точки зрения технической, я не мог много снимать, потому что надо было как-то соблюсти ситуацию и учитывать ситуацию. Но они есть, они, считаю, такие исторические имеют
исторический такой потенциал в этих фотографиях. Владислав Григорьевич я снимал несколько раз, это в 2000-х, там, ну, за год, за два, за три до его ухода. Я тоже дорожу этими фотографиями, потому что не все могли попасть, и он не может, не хотел, но он позволил и доверился, и я это ценю, что он дал это снять. Я очень люблю портрет Ара Гюлера, это известный турецкий фотограф армянского происхождения. То есть тоже в Стамбуле довелось встретиться с ним, и это для меня вообще такой знаковый момент был, потому что это один из таких мастодонтов фотографий современной, который еще в Магнуме начинал, с Картье-Брессоном, с Робертом Капой. То есть это такой человек-легенда, ему уже далеко за 80, под 90 лет, и у него свое кафе есть в Стамбуле, и я всегда часто приходил туда, и пару раз его тоже заставал, и как-то осмелился даже попросить его сфотографировать портрет, а снимать метро фотографии, это, знаете, тоже такую определенную наглость надо иметь, ну, в кавычках я скажу. Он, естественно, не отказал, даже в таком возрасте, что тоже говорит о его профессионализме, то есть уважил. И единственное, попросил без вспышки снимать, потому что у него там глаза и так далее болят. И это осложнило задачу, но, может, сделало даже более интересной. Есть там фотография от ветерана, которую каждое 9 мая выкладываю. Я очень люблю эту фотографию, он такой грустный. Сидел, и я его так подглядел в палатке, в плащ-палатке. И он пришел один, друзей не было, видно, не смогли или уже ушли из жизни. А потом выяснилось, что это последний его тоже был праздник 9 мая, и такая для меня это очень такая дорогая фотография. Есть много портретов, но я вот такие самые знаковые для себя вспомнил. Усаку и Гисаку, а фотография Уарла-Шарла иҟаз акабинет портрет инаркны, а амтак ихацыну миллионла фотография куръынза аинтерес тузцаз амьаду янысны хапстазара юзаҟәымҭхо иахәҭакны алеи. Уи аныр раанатеит акино аҿ иара убас афотография, авидеоинсталляция, акомпиутер графика уҳәа егьырҭ ирацәаны аҟазарахққәа реизҳара. Акыр иаԥсоу ҳахәаԥшцәа, дырҩегьых ишәгәалаҳаршәарц ҳҭахуп сынтәатәи ҳдырраҭарақәа рцикл аԥшӡара амаӡа аефираҿ шәырбара шалыршахьаз Аԥсны раԥхьатәи амобилтәи имадара аквафон иҟанаҵаз аспонсортә цхыраара иабзоураны. Сара бзиараз ҳәа шәасҳәоит, иааиуа ҳдырраҭарақәа рҟынӡа.